возьмем проблему полигамных браков. Как известно, в исламе полигамный брак разрешается, допускается, ну, в каких-то крайних случаях, да, особенно когда женщина, допустим, попала в пожар или там еще что-то, то есть есть необходимость заботиться о ней и так далее. И, значит, ну, неважно, это де-факто есть. Причем де-факто существуют общественные отношения у нас в России, полигамные. Да, очень много, например, наших братьев с Кавказа приезжают, полгода они живут у себя на родине, полгода они живут здесь, здесь они обзаводятся второй семьей, значит, они, значит, обзаводятся имуществом, детьми и так далее. И вот представьте, этот кавказец умирает. И незащищенной оказывается, в первую очередь, местная, ну, как правило, русская девушка, иногда и христианка, да? То есть, потому что юридически все права у той законной жены, которая осталась на родине. И что мы имеем? Мы имеем объективно существующие общественные отношения. Нравятся они кому-то, не нравятся, принимаем мы их, не принимаем. Это другой вопрос моральных оценок, это другой вопрос. Но объективно эти общественные отношения существуют. И государство должно их регулировать. Хотя бы, чтобы защитить права детей в подобных ситуациях. Но поскольку государство стоит и как бы движется по инерционным рельсам прошлого и рассуждает все равно в парадигме христианского мировосприятия, то здесь у нас нет понимания того, как это делать. Почему? Потому что понимание семьи в христианском и исламском мире, оно различается. В христианском мире семья строится по вертикальному принципу. То есть там церковь благословляет на брак. Оно же дает разрешение на развод. Оно же дает разрешение, рассматривает, можно ли дать повторное, например, право человеку жениться, ну, вдовцу, как правило, только, да? То есть оно решает, то есть это вертикальное отношение, то есть человек спрашивает у церкви, можно ему вступить в брак, нельзя, можно разводиться и так далее. В исламе семья находится в горизонтальных отношениях, то есть у нас сами люди между собой договариваются, если говорить нормами шариата, акдус завач, то есть это брачный договор, ну и в принципе приглашают муллу, но это не является шартом, это не является условием, да, то есть муллу приглашает, он читает Коран, делает дуа, чтобы все это было красиво. Но в принципе можно прочитать никах и у себя дома, не спрашивая благословения, значит, деятелей мечети, деятелей духовного управления, ну как бы если исходить строго из шариата. Это совершенно другая модель. Ну, до революции у нас брачно-семейные отношения решались каждой конфессии отдельно, и это более-менее регулировалось, но с приходом советской власти, значит, религиозные институты были сдвинуты на обочину, вместо церкви встал ЗАГС, однако вот эта модель вертикального восприятия семьи, она осталась. То есть в результате сегодня как бы, ну, ЗАГС не так уж как церковь, конечно, не так строго, в более расширенном варианте, но мы как бы не между собой договариваемся, а мы идем в ЗАГС, он нас благословляет на брак, он нас разводит, то есть это все равно вертикальная модель отношений. И в каком-то, и в определенном смысле она прохристианская. И получается, что у нас есть объективно существующие общественные отношения, но вместо того, чтобы их регулировать, государство навязывает определенную систему ценностей, что светское государство в принципе не должно делать. То есть да, ты можешь не принимать многоженство, можешь с этим не соглашаться, но делать моральный выбор за гражданина сотрудник ЗАГСа в принципе не имеет. Это сами люди должны решить. Иметь ему одну жену, две, может там кому-то двоих мужей захочется. Это личное сугубо их право. Но поскольку латентность, вот эта скрытая конфессиональность, она присутствует, получается, что мы сталкиваемся с определенной проблемой. И это мы должны осознавать, это мы должны осмысливать, потому что, не понимая сути светского государства, мы не сможем сегодня построить то гармоничное общество, в котором все мы нуждаемся. Точно так же мы сталкиваемся с проблемой светскости, когда речь заходит о хиджабах. Нам говорят, что хиджаб – это несовместим с светскостью. Но в чем несовместимость? То есть несовместим с чьими, может быть, представлениями, да, безусловно. Но если, например, чиновник, и, кстати, он имеет право по закону, одевает платок, и такие чиновницы есть у нас в Татарстане, что от этого государство перестало быть светским? Если преподаватель, студент, и это тоже, кстати, на сегодняшний момент закон разрешает, студент приходит в платке, что от этого университет перестает быть светским?
от этого как-то меняется учебная программа, гражданин имеет право распоряжаться своим собственным телом так, как он считает нужным. Но вот кто-то, значит, себе прокалывает уши, туда всякие вот эти, даже юноши эти вставляют, как их называют, туннели, да? И пирсинги, и прочее, да, то есть они как угодно могут измываться над своим телом, это можно, значит, девушка одевает платок, стремится к целомудрию, стремится к скромности, это нельзя, это угроза светскости. На самом деле, к светскости это абсолютно не имеет никакого отношения. Если, например, в школе, значит, учитель придет в платке, но при этом преподает по программе, от этого светскость не нарушается. Уж тем более не нарушится, если придет ученица в платке. Уж как она сама должна, значит, одевать, как и родители ее воспитывать со своими нормами, это личное право. И слава богу, у нас в Татарстане, в принципе, эта проблема решается, но ничего нельзя сказать о других регионах. И здесь мы видим, что вот как раз на этом примере сталкиваются два понимания светскости. Сегодня в мире, в западном мире есть как бы две основные модели светской. Одна из них именуется лаицизм, то есть это такая французская модель, которая у нас была в Советском Союзе. То есть это модель понимания светскости как атеистического государства. Причем часто атеизма в воинствующем плане. Да? То есть светскость здесь понимает, что все общественное пространство должно быть зачищено полностью от любых религиозных форм. Но эта модель все больше, все менее и менее не вписывается, значит, в современные стандарты прав человека, и поэтому она все больше и больше скатывается на обочину, все меньше и меньше государств, которые так или иначе поддерживают эту модель. Франция – это вот такой яркий, наверное, единственный, по сути, пример. Большинство же стран принимают англосаксонскую модель светскости, которая понимает светскость как конфессиональную нейтральность. То есть важно, чтобы государство, принимая решения, руководствовалось не ссылками на религии, не догматами Библии или догматами Корана, а чисто рациональными решениями, чисто интересами общества. Вот когда, например, у нас в Министерстве иностранных дел существует отдельная комиссия, которая помогает мусульманам делать хадж, вот это как раз принцип такой светскости. То есть у граждан России есть потребность совершить хадж. Государство, будучи правовым, будучи социальным, оно стремится удовлетворить эту потребность. И поэтому ряд чиновников государства, Министерства иностранных дел, помогают мусульман совершить хадж. Они это делают не потому, что они, может быть, атеисты вообще в душе, и не потому, что они надеются на Божью награду. Они это делают, исходя из общественного интереса, исходя из рационального соображения. Если гражданам это нужно, да ради Бога. Мы только создадим условия, надо, чтобы там их прививки, чтобы они эпидемию не привезли, поскольку там угрозы и так далее. То есть регулируют какие-то вещи такие. То есть помогают, чтобы это все значит, было в таком общественно полезном русле. Взять, например, пример Великобритании. Там для полицейских разработан специально даже хиджабный вариант полицейской формы. То есть, казалось бы, это чиновник государства, светского государства, но при этом полицейский для них специально отдельно разработан хиджабный вариант формы. А в правилах дорожного движения для индусов внесен пункт, что они могут не одевать мотоциклетский шлем, а могут одевать, значит, свои тюрбаны, потому что для их конфессии это очень важно. То есть и им, и никакой полицейский их не может за это штрафовать. Это как раз пример светскости как конфессиональной нейтральности. То есть мы позволяем существовать абсолютно любой религии, мы общественное пространство, то есть оно светское не в том смысле, что нужно изгонять оттуда религии, а в том, что никто его не может себе присвоить. Там все могут находиться. И атеисты, и мусульмане, и православные, все, кто сочтет для себя нужным. И вот на примере хиджаба мы как раз видим, что у нас на наших глазах разворачивается вот эта битва между этими двумя пониманиями светскости. Либо светскость как атеизм, как воинствующий атеизм, который изжигает каленым железом любые, значит, проявления светскости, изгоняет их в подполье, до чего пытаются делать вот через хиджаб, либо, значит, светскость как конфессиональная нейтральность. То есть, когда мы говорим, что наша страна для всех, государство исходит из рациональных соображений, оно не регулируется ничьими догматами никакой из конфессий, исходит при принятии решений из общественного интереса, из рациональных соображений, все. А в общественном пространстве могут проявлять себя абсолютно любые мировоззрения, абсолютно любые религии. И мне кажется, вот вторая модель, она, безусловно, более актуальна для нашего поликонфессионального общества. Это и есть подлинная светскость, то есть когда нам, значит,
под предлогом светскости навязывают атеистическое видение мира, атеизм это тоже квазирелигия, или навязывают какие-то латентно прохристианские исторические нормы, которые исторически обусловлены христианским мировоззрением, это значит, мы еще не достигли как бы кристальной чистоты в светскости. То есть, и мы должны это осознавать и должны это бороться. Поэтому сегодня одна из задач, которая стоит перед мусульманским сообществом, как мне кажется, это борьба, настоящая борьба за светскость государства. Сегодня мы, по большому счету, оплот светскости. И сегодня, если мы сложим руки, то в конечном итоге победит унитаристская позиция, антифедералистская позиция, которая в контексте правовых проблем выльется к тому, что мусульмане, и не только мусульмане, и все другие представители религиозных меньшинств будут просто-навсего лишены своих прав и не смогут жить в соответствии с своими убеждениями и воспитывать детей в соответствии с своими убеждениями. Но, слава Богу, пока до этого еще далеко, слава Богу, пока еще такой баланс соблюдается, и в целом, конечно, сегодня превалирует все-таки точка зрения, что надо поддерживать все традиционные конфессии, все религии, и мы видим, что на сегодняшнем, если объективно говорить, никогда еще в истории России мусульмане не пользовались таким объемом прав и свобод, которые есть у нас сейчас. Ни в дореволюции в православной стране не было такого, ни в советский период атеистический, только вот начиная с 90-х годов, при существующих проблемах, попыток отдельных чиновников, значит, ограничить права мусульман, попыток, значит, там каких-то даже законодательных инициатив, как в части хиджаба и так далее, при всем этом такого объема прав и возможностей, которые у нас сегодня есть, никогда еще в истории нашей страны, как мне представляется, не было. И важно сохранять эти позиции, важно дальше продолжать эту борьбу и отстаивать светскость в подлинном понимании этого слова, светскость как конфессиональную нейтральность. Спасибо за внимание.